Мы раз в год осматриваем загородные лагеря. И мы сегодня посетили 3 объекта. Это вот новый лагерь «Арктик и Космос», находится на Сергеевском шоссе. Сейчас он передан Центру технического творчества. Очень хороший перспективный лагерь на 60 мест. Здесь круто! Также вот мы посетили место строительства будущего лагеря Бинго. Сейчас вопрос стоит о том, что идет разработка проектно-сметной документации. Как нам сегодня доложили, разработка должна быть завершена к концу календарного года. А сейчас мы находимся в лагере «Спутник». Мы посмотрели новые построенные корпуса, которые буквально их построили уже к весне этого года. Дети уже проживают в этих корпусах. Каждый корпус, насколько нам сказали, на 52 места, их, соответственно, 4 корпуса, более чем на 200 детей. Та проблема, с которой столкнулся лагерь «Спутник», нет соответствующего финансирования на данный момент на благоустройство. Мы, как депутаты, обязательно при формировании бюджета на будущий год этот вопрос поднимем. Будем добиваться того, чтобы в будущем году были выделены соответствующие средства. К сожалению, есть недостатки по строительству. Как нам доложил представитель главстроя, подрядная организация уже в курсе. Как только закончится лагерная смена, мы надеемся, что подрядчики вовремя выйдут на работы, чтобы устранить те или иные недостатки. Я хочу напомнить, в позднее советское время в пригородах города Якутска было порядка 18 пионерских лагерей. Сейчас у нас же лагеря муниципальные и, допустим, республиканские, их сейчас около 10, то бишь почти в 2 раза меньше, да? А население Якутска в 1989 году было 220 тысяч, примерно, плюс-минус. Сейчас, соответственно, 380. То есть, условно говоря, на каждого ребенка количество лагерей-то у нас это уменьшилось, поэтому строительство лагеря обязательно нужно. Каждый строитель, он должен понимать, что то, что он делает на многие-многие годы. И он действительно это делает для наших детей. И мне кажется, так приятно, когда люди высоко оценивают твой труд и спустя много лет говорят о том, что спасибо строителям, как было здорово построено, как стало красиво, как уютно, комфортно. А для этого, конечно, нужно не просто отработать те деньги, которые тебе выделяют на строительство, а, наверное, подойти как-то творчески, с фантазией и, самое главное, очень ответственно и добросовестно.